Доброе утро, уважаемые наши телезрители, дорогие башкортостанцы. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня 13 число, сегодня пятница 13. Вот только обратил на этот факт внимание. Такой светлый, добрый денек, как у нас может быть в Саляме-то. Но сегодня в рамках нашей телевизионной передачи чуть позже мы расскажем вам о самых странных названиях для населенных пунктов Российской Федерации. Там есть удивительное. Я вам советую досмотреть передачу до конца. А пока говорим о том, что в эту субботу, уже завтра, 14 августа, на ипподроме Акбузат в рамках турнира Терра Башкирия состоится кумысный фестиваль. И об этом поговорим, и о самом турнире вместе с нашим гостем. Это директор Центра компетенции по коневодству и конному спорту Акбузат Дамир Исеев. Дамир, доброе утро. Доброе утро. Я поздравляю вас с тем, Спасибо. что, во-первых, мы вышли из отпуска. Вы можете прийти к нам в студию и рассказать о том, что Терра Башкирия продолжается. Я на всякий случай напомню нашим зрителям, точнее попрошу вас напомнить о том, что из себя представляет этот турнир. Это уникальный турнир в том плане, что в нем задействованы все районы республики. Совершенно верно. Этот турнир проводится среди муниципальных районов. Турнир нацелен на определение лучшего жокея-любителя, то есть не профессионала. Турнир наполнен денежными призами, то есть эти любители... Турнир наполнен денежными призами. Совершенно верно. Слушайте, приятно слушать. Призовой фонд составляет порядка 10 миллионов рублей, то есть это существенные денежные средства. Жокеи борются за деньги, коневладельцы тоже получают, в случае, если их лошадка оказывается в призерах, тоже получают денежные призы. Поэтому, в принципе, такая позитивная история, которая нацелена на то, чтобы в целом поддержать и коневладельцев, и, соответственно, людей, занимающихся лошадьми, то есть и популяризировать в целом индустрию. И индустрию популяризировать. И здесь мы должны вспомнить о том, что Всемирный Курултай Башкир занимается тем, что продвигает башкирскую породу лошади. Да, вот таким образом. Это одна из целей, собственно, Терра Башкирии. Конечно. Все-таки не надо забывать, что это бренд республики, да, то есть это, как говорится, зри в корень. И не нужно забывать от наших истоков. И их нужно и постоянно об этом говорить, и развивать, и поддерживать. Я с этим полностью согласен. 10 миллионов, потрясающий призовой фонд. Да. Он как-то распределяется между победителями, либо один победитель, самый явный, самый мощный? Нет. Это на протяжении всего периода этого турнира в течение года распределяется по дням. Да? То есть как бы у нас 11 этапов, и каждый из этих этапов наполнен призовым фондом порядка там, 1 миллиона рублей. В рамках 11 этапов идут соревнования каждого отдельно взятого муниципалитета. Я правильно понимаю, как это все происходит? По жеребьевке, соответственно, определяется количество, не количество, а определяются дни, когда приезжают те или иные районы для участия в нашем турнире. Соответственно, турнир проходит пока на территории нашего ипподрома Акбузат. Мы в дальнейшем планируем немножко сделать развитие в районах и провести какие-то отборочные этапы, но ситуация с пандемией, со всеми этими вещами немножко нам мешает реализовать это дело, но мы об этом думаем и двигаемся. Ну, в районах-то несложно все это организовать, просто потому что там есть сабантуйные вот эти площадки, где можно провести отборочные туры и так далее. Что касается, ну, раз уж мы заговорили, то есть вы заговорили о ситуации с пандемией, ипподром Акбузат, потрясающая площадка на большое количество зрителей. Как сейчас, как и везде, если есть сертификат о прививке, то можно прийти спокойно? Ну да, действительно. Мы понимаем, что все-таки ситуация остается еще не совсем простой, и мы понимаем все это, надеемся на скорейшее улучшение всей этой ситуации. Да, все на это надеются. Да, ждем, когда откроются наши двери для всех без исключения. Сейчас мы, конечно, соблюдаем меры безопасности, да, связанные и с действием коронавируса. И, конечно, людей ориентируем на то, чтобы они все-таки тоже эти меры безопасности соблюдали при посещении общественных мест. Но есть какое-то ограничение по количеству зрителей на ипподроме? Как такового ограничения мы не делаем, то есть, но понимаем, что меры безопасности они должны соблюдаться. Да, но это в любом случае. Теперь давайте поговорим о второй составляющей турнира Терра Башкирия. В эту субботу конкурс кумысоделов. Да, совершенно верно. Стараемся компилировать несколько событий в одно, да, то есть в одном мероприятии. И, пользуясь этим моментом, завтра у нас состоится 15-й уже ежегодный конкурс на определение лучшего кумысодела, лучшего хозяйства, лучшего кумысодела. Поэтому это республиканский конкурс, который проходит под эгидой Министерства семьи, труда и соцзащиты, под эгидой Министерства сельского хозяйства. Приняты уже заявки районов участников. И, соответственно, завтра состоится само действие, когда можно будет прийти посмотреть, поучаствовать в дегустации и увидеть, как будет команда жюри определять лучших кумысоделов Республики Башкортостан в 2021 году. Как это все обычно происходит?
Большая экспозиция. Да, Вполне совершенно. возможно, перед ипподромом Акбузат, где это все будет проходить и как это все будет проходить. Это будет проходить в здании главных трибун, то есть мы с самого утра начнем уже говорить о том, что у нас проходит событие, это будет видно, слышно, и в рамках этого события будет экспозиция всех участников, и любой желающий район может принять в этом участие, да, то есть ярмарочная история будет, когда можно показать ту продукцию, которую выпускают. Показать и приобрести В том зрителям, числе, конечно же. да, да, безусловно. Вот. И, соответственно, финалом будет являться то, что будет все-таки определен лучший кумыс-отдел, разыграна вся номинация призов. И, опять же, это будет и церемония награждения, то есть кумыс-отдел будет бороться не только за звание лучший, но еще и получать денежные призы в том числе. Ну, это приятно. А во сколько необходимо прийти, чтобы и на конкурс попасть, и на турнир Тара-Башкирия? С 10 часов у нас утра начнется само действие, поэтому с 10 до 2 часов мы рады всех видеть у себя и жителей Уфы, и гостей столицы традиционно, да, у себя на ипподроме, на главном ипподроме Республики Ну, это Башкортостан. же просто здорово. Да. Выпил кумыса, пьяненький, Да? смотришь, Да, смотришь да, вот это. позитивно. Да, от забродившего кумыса. Что касается районов, которые завтра принимают участие в турнире Тара-Башкирия, то это... Это у нас завтра 5 районов. 5 районов. 5 районов. Это получается Салаватский район, Иглинский район, Чешминский район, Дюртюлинский район и Хабилинский район. Ну, в общем, вы все слышали, уважаемые друзья. Дамир, вам огромное спасибо за Спасибо. то, что пришли, нашли время. Хорошо завтра все провести. Благодарю.